астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Так, в первую очередь у нас население, так как мы находимся в удаленном от цивилизации районах, где сеть ловит плохо, у нас первая проблема это интернет, связь. Немногие могут провести себе домашний интернет, пользуются мобильным интернетом, а мобильный интернет ловит плохо в отдаленных районах, так как отсутствуют вышки. В связи с этим люди не могут заниматься онлайн с детьми дома в домашних условиях. Им приходится выходить туда, где ловит сеть более-менее получше. Сейчас на данный момент мы находимся на дачах, и мы не можем подать заявку, элементарную заявку на получение ключа или обновление ключа, так как интернет работает плохо. За 3 часа мы только успели зарегистрировать только 3 людей. Хотя при высокоскоростном интернете за это время можно было всех обслужить. Это первая проблема населения в данном районе. В связи с этим, так как у многих людей отсутствует домашний интернет, они обращаются в ЦОН за получением госуслуг. Но ЦОН работает в связи с пандемией по электронному бронированию. Также было создано в акиматах сектора самообслуживания, чтобы люди могли пройти, обратиться в акимат и получить электронные ключи. Но проблема интернета осталась также нерешенной. Спасибо огромное. Это у нас был специалист Осман Ильяс Азизжанович, он из Сенбек-Шазадского ЦОНа. Пришел к нам помочь по указанию руководителя ЦОНа и акимата. Вот видите, уважаемые казахстанцы, вот собралось столько людей, они соблюдают социальное расстояние, все в масках, но несмотря на это мы сегодня не смогли зафиксировать, прикрепить ЕЦП, сделать людям. Это тоже проблема интернета. Также я хочу сказать, проблема интернета – это актуальная проблема, потому что здесь живут социально защищенные граждане. Они все, многие безработные, многодетные, дети с инвалидностью, у них нет возможности покупать мобильный интернет. Это тоже денег стоит. Поэтому, если бы здесь решили проблему интернета, они бы могли обучаться, получить доступное обучение, также другие помощи. Сейчас все делать через цифровизацию. Даже чтобы получить какую-то справку, надо ходить в ЦОН. Сонымен қатар айтқым келеді, бұл видеоны мен цифровизация және де осы интернетке жауап беретін министрлікке жолдағым келеді. Біз бүгін міне саяжайға келдік, адамдарды жинадық, әлеуметтік қашықтықты сақтап отыр. Бірақ біз міне маманмен бірге электрлік қолтаңбаны, цифрлық қолтаңбаны жасай алмай отырмыз. Өйткені интернет әлсіз, бұл жерде шамасы жоқ. А енді ойлаңыздар, балалар қалай оқиды? Неге адамдар өздері интернет сатып алу керек? Бұл жерде әлеуметтік қорғалмаған азаматтар, жұмыссыз азаматтар, оралмандар, мүмкіндік шектеулі азаматтар, көп балалылар тұрады. Оларда ақша жоқ мобильдік интернет сатып алу үшін. Сондықтан міне тағы бір мәселе ашылып қалды бұл жерде. Осыны шешу керек деп ойлаймын.